Председатель правительства лично обратился к участникам, подчеркнув стратегическую важность цифровой трансформации для развития Республики Ингушетия и всей страны. Это помогает сделать работу органов власти более открытой, эффективной и ориентированной на нужды граждан. Такие образовательные проекты, как мастер государственного администрирования, играют ключевую роль в подготовке кадров, способных вести нас в будущее, в цифровую эпоху. Ваша работа, она системная работа со всеми государственными органами. Когда мы 6 лет назад приехали сюда на работу, у нас были очень скромные цифры по собираемости и НДФЛ, и других налогов, потому что, во-первых, разбалансированная система, во-вторых, самая высокая безработица. Вы можете себе представить, что из 260 тысяч работающего населения 70 тысяч было безработных? У нас только регистрируемая безработица была порядка 18%. Вот за эти годы мы поняли, что надо создавать предприятия, надо выходить из тени, белая зарплата, без конвертов, иначе какие налоги. За прошедшие 3 дня для интенсивной работы участники форума успели погрузиться в ключевые аспекты цифровой трансформации и современного государственного администрирования. Программа была насыщена как теоретическими блоками, так и практическими занятиями, направленными на формирование у слушателей комплексного видения и инструментария для реализации цифровых преобразований. В рамках этой конференции мы отрабатываем работу с изменениями, как их принимать, как реагировать, как организовывать работу с нашими подчиненными, для того, чтобы мы все вместе двигались к общему результату, который бы всех устроил. У нас вообще, конечно, в целом линейка, она именно на командную работу, направленную на принятие изменений. В целом такой у нас курс, уже была предварительная работа, у нас было дистанционное обучение, но сейчас мы уже на практике применяем те знания, которые были в дистанции получены. Также участниками были представлены современные подходы к управлению проектами, включая гибкие методологии, инструменты управления рисками, а также методы оценки эффективности проектов. Участники учились формировать команды, ставить задачи и контролировать ход их выполнения. Проведены обзорные лекции по ключевым цифровым технологиям, таким как искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, облачные технологии, кибербезопасность. Особое внимание уделялось тому, как эти технологии могут быть интенсивно интегрированы в повседневную работу государственных служащих для повышения качества и доступности услуг. Спикеров пригласили со всех ведущих вузов России. Это специалисты высокого профиля, начиная от психологии, заканчивая непосредственно налоговым администрированием. Наши гости – это со всех субъектов Российской Федерации представители, то есть обмен опытом здесь идет колоссальный, и результат я ожидаю очень хороший. Проект «Мастер государственного администрирования» продолжает свою работу, обещая участникам еще более глубокое погружение в актуальные темы и формирование прочной базы для успешной карьеры в сфере цифрового государственного управления. Мадина Цоро, Султан Могушков, Магаз 24.